Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Под Санкт-Петербургом в Вырице есть центр приемных семей, который называется «Умиление». Там находят опеку дети с серьезными сложностями в здоровье, такие, у которых практически нет шансов на усыновление. А обрести родителям и детям друг друга помогает детская православная миссия. Об этом удивительном месте и его удивительных людях мы расскажем вам в сегодняшнем выпуске. Вот так, нет, немножечко ручки развела и кокетливо их вот так. Вот так. Было же у вас такое. Знакомы пару дней, а будто всю жизнь. Еще в Страстной четверг я пыталась запомнить всех обитателей дома по имени. Аурика, Даша, Настя, Люда, Вера, Маша, Ирина, Наташа. В пасхальное воскресенье я уезжала с тем чувством, с которым оставляешь людей невидимо и накрепко с тобой связанных. Дом напоминает большую дружную коммуналку из образцового советского фильма. Будто бы несколько семей объединились и живут под одной крышей. Все верно. Только родственников по крови здесь нет. Есть родственники по духу, по любви, по служению, по однажды взятому на себя обязательству. Первая дочка моя – это Людмила. Мне было 9 лет. Я вот когда пришла в детскую миссию, меня направили в 7-й детский дом на Лени Голикова. И я туда ходила. Через какое-то время появилась вот новая девочка. Воспитательница говорит, это вот Люда. Она не крещеная. Покрестить бы надо бы. Я говорю, ну хорошо, покрестим. Договорились о крещении. Как-то я, вообще ее первый раз вижу. Она еще такая агрессивная. В уголочке сидит такая, голову на коленочки положила, как зверечек так смотрит на всех. Покрестили ее, стала крестной. Тоже так обстоятельства сложились, не хотела. Что я буду делать с ней, я не знаю. Да ребенок большой, я не умею. Тут маленькие там пеленки, распашонки. А тут что? Тут уроки, Господи помилуй, 5 класс, что делать? То есть у меня вообще голова вот такая. Все, звоню, нет, я не могу, я не готова. Не хочешь, что? Ладно, будет тогда ребенок и без крестной мамы, и без крестного папы. Люда поворачивается. Как без крестных? Я что, Наташа, я что, буду без крестных? Тут, конечно, сердце мое. Думаю, как ребенок и без мамы, и без папы. И так мамы, папы нет. Еще и крестной мамы не будет, и папы не будет. Я говорю, ладно, давайте, что ж делать? Я бы хотела, родить, например, мальчика и девочкой, а потом уже брать детей из детского дома. Да? Да. То есть двоих своих, а потом из детского дома? Да, мальчик и девочка, например, чтобы мальчик был старше, и девочка там младше. Чтобы они могли тоже объяснять. Не все же дети из детских домов знают, что такое хорошо, что такое плохо. Люся жила в детском доме. Потом ее отдали отцу. В дом, где не было даже мыла. Наталья Люсю забрала. Моей мамы день рождения был 27 апреля, а 28 апреля я пришла с подарком. Вот, я звоню, говорю, мам, мы идем. Она, мы, это кто? Я говорю, я и Люда. Она, хорошо, заходите. Вот, заходим, она, привет. Моей маме она, привет. Я Люда, она и я Люда. Заходи. Лечебным физруком быть хочу. А что там? Это чтобы детям помогать. Детям помогать? Да. Каким? Здесь, которые живут, или другим? Которые здесь живут, и которые, другим, чтобы, с теми же ногами работать, которые, вот некоторые ходят же хромав, ножки нет, в разные стороны. Теперь у Натальи есть еще Вера и Маша. Вера сильная, самостоятельная, если что-то решит, отговорить сложно. Маша открытая, не умеет обижаться, никого не стесняется. Ребенок без злобы.
Вот никогда не видела, чтобы она злилась. Вот если там даже ребенка ты начинаешь за какую-то провинность, он говорит, ну там объяснять нельзя, так не надо делать. Маленький, большой или какой, все равно замечание там делать. Все равно внутреннее должно, ну не должно быть, я не встречала детей, которым нравилось, когда их обличают за какой-то поступок и немножечко ругают. Все равно дуется там или там, сидит, сопит там под нос или еще что-то. А она вообще настолько, да, хорошо. Глазами мырк-мырк, ну вот меня, как бы вот поймали меня, куда мне деваться? Ну вот, мамочка, прости меня. Я сначала думала, она притворяется, думаю, какой хитрый ребенок. Какой хитрый ребенок, думаю, ну как вот... Нет. На удивление очень. То есть, беззлобная вообще девочка. Несмотря на то, что ни мама, ни папа, никого. Вообще сиротиночка полная. А совсем недавно 4-м ребенком в семье Натальи стала жизнерадостная Геля. Это одноклассница Маши, которая как-то незаметно стала частью большого дома. И в школе им дали задание построить домик. Сделать дом. С комнатами там, со всем. Говорит, там сдали с Гелей на 2. Там, можно, там она придет, нам будем делать дом. Я говорю, ну, приходите. Вот мы стали делать этот домик. Стали делать. Такой бревенчатый. Там долгий процесс. Сначала из бумажек делаешь бревнышки. Потом бревнышки приклеиваешь друг на друга. Получился такой бревенчатый домик с окошками. Потом увлеклись. Линолеум там у нас идет. Крыша. И пока мы строили этот дом искусственный, получилось так, что она вот у нас в доме осталась. Там один вечер мы ее отвезли, 2-й отвезли, а 3-й мы что-то так заработали, что там уже все. И она у нас раз осталась ночевать, 2 осталось, 3, и как-то прижилась. Бабушке легче, конечно. Но физически и морально она за нее спокойна, что она с нами. У Гели тоже неблагополучная семья. И она младшая, у нее еще 2 старшие сестры. Так вот, бабушка воспитывает, считает, 3 внучек, тянет. И сейчас старшая родила еще ребенка без мужа, еще и правнука. Бабушка, ветеран труда, почетный донор, ветеран Великой Отечественной войны. То есть тянет на себе. А мать, живет тоже где-то в Ирице с каким-то мужиком. И еще бабушка приезжает и привозит еду этой маме. Сложная ситуация. У них комнатка в 2 раза меньше, чем вот наш. На 5 человек. На полу там они. Такие сложные условия жизненные. Но, несмотря на это, Геля не потеряла там какой-то смысл жизни. Жизнерадостный ребенок. Воспитывать девочек Наталье помогает Ольга. Официально ее статус звучит как помощница опекуна. Но на практике Ольга заботится о каждом ребенке в этом доме. Я когда была подростком, вплоть до 1-го курса института, я не была там воцерковленным человеком. Я ходила там на всякие рок-панк-концерты, красные волосы, там причитающаяся вся атрибутика, там, грим на лице и так далее. Но всегда как-то так хотелось и узнать о Боге, и узнать, что такое исповедь, что такое причастие, и так не получалось. Потом я узнала, что студенты там одного вуза покрестили детей, я захотела быть крестной, хотя еще не понимала, что это такое. Примерно понимала, что вот крестный там это тот, кто помогает. Захотела стать крестной ребенка сироты из детского дома. И так все пошло, завертелось, и в результате мы покрестили с одним семинаристом тогда ребенка, как раз вот Веру. Детский дом уже был не один, и нас стали просить о том, чтобы мы приезжали с детьми, разговаривали на нравственные темы, разговаривали о Боге. И вот так вот завертелось, что я счастливый человек. Я помню, когда детская миссия начиналась с полуторачасовой маршрутки за Старый Петергоф, потом получасового перерыва еще туда едешь, и там очень легко было ехать. И так мы ездили 1 или даже 2 раза в неделю.
дорога была впечатляющая. Теперь я вижу большое количество сиротских учреждений, больше 60. И я вижу то, что стало из... ну, фактически из ничего, и это большое счастье. А потом, когда со временем все становилось более и более интенсивно, и я уже знала, что здесь строят этот дом, Наташа уже к тому времени взяла Веру, за что ей огромное спасибо, потому что у меня самой не было возможности взять крестницу из детского дома. И так сложилось, что в городе я помогала Наташе, и, соответственно, для того, чтобы поддерживать ее здесь, и я приехала вместе с ними. Прежде всего, это то, что делается для детей. Абсолютно все. Но, тем не менее, параллельно с этим очень мощно идет мощный такой заряд, мощный посыл, мощная работа в плане самих взрослых. Потому что люди здесь меняются со своими иногда большими сложностями, иногда маленькими, но человек, находясь здесь, не может лицемерить. Если в жизни городской, как ты пришел в детский дом, там, поулыбался, сделал что-то, да-да-да, все хорошо, там ушел, все, прошло вот это. Но здесь ты постоянно здесь. И малейшая фальшь какая-то, она сразу чувствуется, прежде всего детьми. И вот здесь, находясь, нельзя никогда фальшивить, потому что дети чувствуют это. И питаясь своей искренностью, они сами учатся этой искренности. Наверное, мы не можем их перевоспитать. Мы можем сразу, по крайней мере, это очень длительный процесс. Мы можем им помочь разбудить в них желание измениться. Вот в плане подростка, если он не захочет, там, Вася, Петя, Коля, Маша, Света, неважно, если они не захотят изменить себя, то как-то тут с ними не пляши, какие там работы с ними не проводи. Если они внутренне сами не захотят, то результат положительный будет, наверное, очень сложно достигнуть. А если мы поможем разбудить в них вот это вот желание, эту тягу к добру, то тогда это получится. А для этого нужно признать самого себя, понять себя. Это моя любимая сова. Как зовут? Оскар. Почему? Потому что. Почему? Очень долгая история. Она сокрыта в глубине веков, он не может рассказать. Он бывает радуется, а бывает ему стыдно. Ой, ему стыдно. Стыдно. Дети его обожают. Аурика. Здравствуй. Здравствуй, давай, пожми мне, пожалуйста, крылышко, здравствуй. Спроси ее про буквы, какие она буквы знает. Аурика, скажи, какие ты знаешь буквы? А, Б, Д, Ой, как хорошо. Го. Го? Ой, не знаю, такой буквы не знаю. Не знаю, дай поцелую тебя. Я все прилечу и поцелую. И я смотрю, как они поменялись за это время, и насколько эта любовь им нужна, насколько важна. Ведь если подумать, там Даша, там, Вера, Маша, Люда, Аня, Яна, неважно, про кого из них взять. Это тот ребенок, это тот человек, который оказался лишним. Самое страшное в жизни человека — оказаться лишним. Они были лишними своим родителям, своим бабушкам, там, или своим дедушкам, обществу, в котором они находились. Их кололи, там, некоторые кололи лекарством, они были лишними, они были не нужны. Это, наверное, вообще самое страшное, что может быть в жизни человека. А сейчас они нужны, и как меняет это их лица. У Ирины уже было 2 своих сыновей. Они выросли. Теперь Ирина воспитывает 3 приемных девочек – Аурику, Дашу, Настю. 2 старших из Имгинской школы-интернат, куда Ирина начала ездить еще несколько лет назад. Первый раз думаю, съезжу, только посмотрю, только вещи отвезу. И я когда попала, на меня, конечно, интернат, он произвел состояние шока. Это спальни там покрашенные масляной краской, выломанные косяки, двери, которые не закрываются, туалеты, в которых дверь просто по грудь. И никакого личного пространства вообще. Вот просто в спальне вот в хорошем варианте 4 детей, в плохом варианте 12. И все там и коррекционные, и некоррекционные дети все вместе. Оно, может быть, для жизни хорошо, когда выравнивают, но когда... Ну, в общем, мне было очень грустно видеть. Я приехала, долго сидела, рассуждала, что ну как же вообще в принципе можно жить. Потом я понимаю, что меня стало тянуть, я думаю, надо съездить еще раз. Я поехала еще раз, потом повезла еще какие-то вещи. И я поняла, что они кричат все одновременно. «Ирина, Ирина!» И она стала на них ругаться. «Что вы кричите? Сейчас, подожди, вот тебя, Петя, послушай, потом тебя, Ваня, послушай, потом тебя, Маша, послушай». Замолчал только Ваня. Все остальные продолжали кричать. И
своему ужасу, приехав домой, я поняла, что Ваню я так и не выслушала. Слушая всех остальных, я до Вани так и не дошла. И потом я перестала их останавливать, я понимаю, что я стала ездить, просто стала слушать. Ну, где-то говорить, но больше я понимаю, что им надо слушать. Потому что им привозят игрушки, им привозят... Потом после Нового года весь детский дом завален игрушками рваными, а дети озлоблены, потому что откупаются от них мир, по большому счету, вот, какими-то подарками, игрушками, но мало кто с ними хочет разговаривать. А летом ездили сюда в лагерь, Маяк, в Ирице здесь лагерь. Я приехала и вижу, что девочка там с больным ухом. Она плачет, 3-й день ее обругали, что она не обратилась за помощью, что она хамила, поэтому ей помощь не оказали. А оказалось, что у нее тяжелейший гнойный отит, у нее из ушей течет 3-й день гной, и помощи ей нет. Она хамит, она себя плохо ведет, подросток. Я решила тогда, думаю, заберу на лето. Когда была волонтером, я была противник брать этих детей, усыновлять. Гостевая опека, ездить и помогать и там, потому что дети очень трудные, дети очень тяжелые. И им надо столько любви и столько души отдать, сколько у нас просто нет. И, не те мы люди, даже христиане не те. Нет у меня столько... души, чтобы ее выложить, столько не умею я любить. Я умею любить себя, я умею любить, как кто меня любит, близких своих, там, муж меня любит, я его умею любить, дети меня любят, я могу их любить. А здесь просто взять детей, этих трудных детей, с их привычками, с их изломанностью, ведь очень много, а в переходном возрасте ведь это все выходит, эта изломанность, она выходит такой искорежности, когда собственные дети тебе говорят в переходном возрасте какие-то резкие слова, и тебе больно это слышать. Но тебе некуда деться, им некуда деться. Вы в одной семье, и потихонечку оно стирается, оно примиряется. А здесь ты возвращаешь их в детский дом обратно и говоришь: не, я не могу. И сколько таких детей возвращено обратно? Бывают разные искушения. Некоторым из опекунов хочется сменить. Такой помысл приходит. Сменить бы этого ребенка на какого-то более послушного, мягкого такого, какого-то ангелоподобного. Конечно, приходится говорить, что нет. Знаешь, если Бог привел тебя и благословение получила, ты иметь опеку над этим ребенком, надо пройти этот путь до конца. Иногда такие минуты отчаяния бывают, я понимаю, что я не справляюсь. Я не справляюсь ни психически, ни какие-то вопросы. Я понимаю, что в этот раз я все неправильно решила, все надо было сделать не так. И мудрости не хватает какой-то внутренней, не хватает прежде всего терпения. Терпение, тут надо очень много терпения и любви. Даже строгости, она должна быть с любовью. Даже раздражение его нельзя допускать, потому что все сказано с раздражением, сказано впустую. Оно имеет реакцию со знаком минус. А я эту реакцию получаю постоянно, потому что раздражаюсь, потому что мне хочется быстрее получить какой-то эффект, а я не вижу, маленькими шажками оно же не видно, что происходит. Про которую она врала, стояла на столе и ждала его. Испугалась ни за что. Нина Николаевна приходит утром по понедельникам и четвергам и остается с девочками до вечера. Заниматься надо понемногу, но часто. В прошлом году Даша выучила 3 буквы. 2 из них за лето забыла. Начинали снова с буквы «А». Теперь Даша читает. А Урика в крещении Ангелина, пока играла рядышком, запомнила все буквы. Иногда подсказывает Даше. Девочки совсем слабенькие, тоже во многом травмированные, не только психически, но и физически. Но понемножку, видите, Ангелина совсем малышка. Но ведь она, когда мы ее забрали из детского дома, она сыпала матом по несколько раз в минуту. Кто бы подумал, что такое ангельское создание будет так говорить. Но сейчас этого нет. Просто и в помине этого нет. Она так радостно, с такой ангельской улыбкой, как ее имя Ангелина, встречает многих гостей, и наших волонтеров, и нас. Конечно, это большая разница. От избытка сердца глаголят уста, сказано в Англии. Тут наступает момент труда уже для старших, когда они должны преодолеть этот момент, и даже не момент, а период действительно очень трудного воспитания. И за это умиление, за эту любовь, которая в сердце коснулась, побороться, чтобы эта любовь победила весь этот негатив.
И тогда ребенок сам в конце концов поверит, что его любят. Не на каком-то коротком участочке, да? Просто пришли, что-то подарили, поцеловали и ушли. А его любят несмотря ни на что. Вот это умиление, оно должно в наших сердцах по возможности поселиться надолго, чтобы оно давало силу преодолеть все трудности и в самих себе, и этим детям самих себе. А гулять пойдем или не? А гулять мы пойдем? Ну, пойду подальше. Ой-ка, сейчас. Все равно надо есть. Смешно. Не доедать, а вы... Так не буду маму. Все, не будешь доедать, не доедай. Не положишь печенье. Я эту девочку знать не знала. Я потом спрашиваю девчонок, я же со старшими занималась, я спрашиваю, говорю, что там за, что за девочка-то, что за Даша? Они говорят, да какая-то, ходит все время в платочке, замотанная, тихая такая. В автобусе я буквально ее первый раз увидела, когда мы грузились сюда, ехали. И она здесь, ну вот, как-то и здесь вот, живя в прошлое Рождество, я поняла, что это моя девочка. Потом Феодосий Николаевич говорит, будем забирать. Ну, может быть, не вы тогда, раз другой заберет. А я думаю, как не я? А кто другой? Он говорит, у меня есть там человек, который хочет забрать. И у меня земля из-под ног ушла. Я поняла, что надо забирать. Сейчас все свои силы и время Ирина вкладывает, чтобы вылечить девочек. А у Рики открыли правый глазик, отрезали 6-й пальчик. Даша уже перенесла несколько операций на сердце. Врачи говорят, что космонавтом Даше не стать. Но дырки в сердце зарастают, и надо торопиться жить. Это много дырок в сердце. Я делаю много операций и даже не доделали. Так, пусть она хоть так поживет. И у Даши была такая привычка, 2 пальца во рту, она вот до сюда засовывала 2 пальца в рот, и она все время с ними, она спала так, она ходила так по интернату, эти пальцы у нее были засунуты в рот вместо соски, она их сосала постоянно. И когда я ее стала забирать, я стала ее отучать, и все время на нее ругаться. Даша, почему опять пальцы во рту? Даша, почему? Думаю, хотя бы днем, чтобы она вытащила. И как-то в очередной раз мы с ней ехали к кардиологу вот, в областную больницу. И я ее все пилила. Даша, не надо, ну ты всю грязь эскалатора собрала, ты сейчас в рот, ты облизала все эти пальцы. Я рассердилась уже очень сильно. Я чувствую, что я пилю ее, а сама завожусь. Ну что ты, пальцы же надо вытащить, ну и грязь же это вокруг. И мы заходим к кардиологу, и она на нее смотрит и говорит, ой, Даша, ты еще год прожила, какая радость. Каждый раз вижу, думаю, ну вот еще год девочка прожила. Я выхожу от кардиолога и думаю, какие пальцы, что я ее пилю, да пусть она хоть по локоть засунет, лишь бы жила. Точно не жених? Нет. А ты же любишь его, сказала. Аурика, ну ты сказала, я очень Сережу жду и люблю. Ты помнишь, мне сказала? Нет. Ну да. Нет, ты мне так говорила. Я вообще ведь давно уже пенсионерка. И я общественна. Я приехала к дочери в детское село. И она мне говорит, что батюшка, наш отец Мефодий, он наш духовник. Он сказал, чтобы у меня должно было быть служение, чтобы я пришла сюда в приют. Мы благодарим Бога, что мы как одна такая семья духовная, и сам Христос о себе сказал, я пришел на эту землю не для того, чтобы мне послужили, но чтобы послужить. Вот каждый христианин вообще даже, независимо, если даже он не опекун, а тем более тот, кто берет на себя такой подвиг, он должен осознать свою жизнь как служение. Именно не просто живу как хочу для себя. Ну, иногда что-то доброе сделаю. А вот именно как служение. Уже несколько лет благотворительный фонд «Детская миссия» помогает детям, оставшимся без родителей. Духовники фонда, иеромонахи Кирилл и Мефодий, нередко исповедуют и причащают детдомовцев. Мне записочки дети подают, и на одной из записочек написано «Пусть у мамы и папи все будет хорошо». Но я когда читаю такую записку, я понимаю, насколько великодушное сердце могло так написать. И выйдя не нашли тело Господа Иисуса, когда же недоумевали они о всем. Я могу сказать, что человек, который не получил в своей жизни даже просто человеческого тепла, да, в детстве, особенно в юности,
ему, конечно, труднее поверить в том, что Бог есть любовь. Если мы, как старшие, сможем дать им эту любовь, даже тогда, когда человек себя, подросток себя или ребенок плохо ведет, где-то надо и строгость провести, но вот если эту любовь все-таки им дать, то, конечно, это самое главное, к чему мы призваны. Конечно, у некоторых из них иногда бывает такой момент, что в детском доме мы были свободные, могли уроки не сделать, ну, что там за это будет. А здесь опекун или помощник опекуна говорит, уроки делай давай. Иногда даже внутренняя борьба начинается, а не побежать ли обратно в детдом, потому что, мол, там-то свободно, там никому до тебя особого дела нет, сделал ты уроки или не сделал. Вот пытаемся вложить в их сознание и на исповеди, и в беседах, так частных и общих, что, смотрите, к трудолюбию надо себя приучить. Потому что если не приучишься трудолюбию с юности, то вся жизнь будет очень трудная. «Забери меня». Эту фразу волонтеры слышат в детских домах чаще всего. И некоторые из них хотели бы забрать ребенка, но на свои силы не надеются. Чтобы поддержать опекунов, для них в поселке Вырица построили дом. Назвали его «Умиление». Теперь сложная строчка, теперь запоминаем. Песни славы Богу льются до небес. Песни славы Богу льются до небес. Иисус Христос воскрес, воскрес. Христос воскрес, воскрес. Воистину воскрес. Умиление есть христианская добродетель. Радостный плач, возвышенное смиренное состояние человеческого сердца. Умиление – дар Божий, когда человеческую душу посещает Спаситель и наполняет ее любовью к ближнему. Возможность знать, что ты часть этого, это, наверное, одно из величайших сокровищ, которое может стяжать человек на земле. Потому что, как-то батюшка сказал, что мы сможем на страшном суде сказать Богу, что мы хотя бы немножко старались. С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!